куда-то переехали? Мы переехали, но мы приехали, у нас сегодня внучок родился. Что? Нам повезло, поздравляю вас с рождением внука. Да. Это событие. Вы сегодня папарацци? Да? Да. Конечно, да. Спасибо огромное. Добрый вечер, уважаемые сыктывкарцы, наши любимые, горячо любимые. Добрый вечер, Воркута. Надеюсь, так далеко от нашей родины мы сегодня оторвались, приехали сюда, чтобы по возможности сделать праздник для нашего любимого Сыктывкара и для наших любимых родных воркутинцев. Сегодня мы говорим о том, что Воркута вошла в арктическую зону. Сегодня есть такая аббревиатура, называется ТОР. Территория опережающего развития. Мы немножко переделали, и сегодня мы себя называем, наш театр, театр опережающего развития. Сегодня для нас праздник, надеюсь, этот праздник будет и для вас. Сегодня гастроли проходят в рамках гранта главы Республики Коми. Сегодня гастроли наши посвящены 95-летию Республики Коми. И то, что мы сегодня находимся здесь, весь коллектив Воркутинского театра, в этих прекрасных стенах Академического театра драмы имени Виктора Савина, конечно же, заслуга, прежде всего, хозяина этого прекрасного театра Михаила Николаевича Матвеева. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, что вы находите время и вы находите место в вашем плотном графике, чтобы Воркута приезжала сюда каждый год. Спасибо, удачи всем, любви и улыбок. Друзья, у нас есть еще одна традиция. Конечно же, такие большие гастроли всегда организуются при поддержке, при помощи нашего министерства. И я приглашаю на сцену первого заместителя министра культуры, туризма и архивного дела Баранова Константина Михайловича. И как раз официальный старт гастролям дает наше министерство. Пожалуйста, Владимир. Добрый день, дорогие друзья. Да, традиция, сначала были двое, но я думаю, что уже постановка здесь, как вы заметили, уже началась, но это традиция Воркуты, я третий. Это все задумано, это все в рамках концепции начала гастролей. Я бы хотел поздравить всех с началом гастролей. Я бы хотел пожелать от имени министра культуры Сергея Витальевича Емельянова всей труппе театра Воркутинского удачи и успехов. Да, действительно, эти гастроли проходят при поддержке главы республики, правительства Республики Коми и Министерства культуры. Ну и по доброй традиции гастроли Воркутинского драматического театра считать открытыми. Спасибо. Приятного просмотра.
все, да? Да, вы правы, ну, в общем, вы очень правы даже, да. Что ж, герцог, если вы не решаетесь заговорить со мной, то, может быть, у вас достанет смелости пригласить меня на танец? Нет. Я пришел наниматься к вам в отрепризу. Спросил, где найти продюсера, какой-то мужик сказал, продюсер это я. У нас не явился актер на сцену, и идите играйте вместо него. Я сказал, что я не знаю ни роли, ни пьесы. Он сказал, ничего страшного, делайте что хотите, лишь бы удержать зрителей, и вытолкнул меня сюда. Не может быть! Представьте. Уже герцог, уже известный Ловелас. По правде сказать, рядом с вашими фижмами и кринолином в этой куртке и джинсах я чувствую себя не герцогом, а каким-то идиотом. Правильно чувствуете. Все колкости потом. Сейчас давайте выпутываться вместе. Нужно придумать единый стиль. Мне будет проще войти в роль. И потом дайте мне хоть 3 минуты, чтобы свыкнуться с этой сценой. Хорошо. Я что-нибудь придумаю. Хотя вряд ли что-нибудь поможет такому неуклюжему болвану, как я. Герцог! Я приготовила для вас маленький сюрприз. Но для этого мне нужно ненадолго удалиться. Я думаю, эти несколько минут вы сможете развлечься с вами на этом столике вина и закуски. Чувствуете себя как дома? Но я не пью! Я вас не узнаю. Я вас тоже. Это и есть ваш сюрприз? Как видите, Зачем вы переоделись? чтобы соответствовать вам. А вы? По той же самой причине. Благодарю вас, герцог. Но я не ожидала, что вы будете залезать в мои шкафы. Ну, вы же просили меня чувствовать себя как дома, да? Ах, не всякую вежливую фразу следует понимать буквально. Графиня! Хотел бы я знать, откуда у вас в будуаре взялась мужская одежда. Да. Сейчас уже скоро 8. Мужчина, а тем более дворянин и офицер, не позволит себе такого опоздания на первое свидание с дамой. Так что вы не можете быть герцогом. Я понимаю ваш гнев, но проявите милосердие. Я летел, я стремился к вам, подобно стреле, летящей к своей цели. Но злосчастные обстоятельства постоянно вставали у меня на пути.
Здравствуйте. Да. Ну, вот это остается, а сейчас у нас торт. Территория и все, боевой такой. Все нормально. А мы с тобой еще. А куда деваться? Гляди-ка, Василий, Лизавета идет. К нам вроде. Это чья? Да Кузьмы Ковалева дочка. Не помнишь, что ли? Так он вроде помер, однако. Помер, а это дочка его. На куферме работает. А брат ее председателем в сельсовете сидит. Ну ты что, не помнишь? Чего-то она к нам, да? Может, пенсию несет. Пенсию Варька почтальонка приносит. А это на птичнике. Чего она понесет-то? Ой, это, однако, она из-за Любки своей. А это чья? Да Любка, дочка ее. Колька наш гулял с ней, она и забрехатила. А Кольку-то как приперли, так он и в город сбежал. Да ты что, не слыхал, что ли? Колька наворначила, а с нас какой спрос? Так вот, поди, скажи ей теперь. К нам, точно к нам идет. А если чего, так ты и говори. Ты говори, мы, мол, люди старинные, с нас и спросу нет. У Кольки батька звать есть. Вот пусть они и разбирают. Да убить О! Здрасте! Здравствуй, здравствуй. Чего скажешь? Как поживать-то? А к нам чего? Сидим да в окошко глядим. С бумагой, что ли, какой? А какие вам бумаги-то надобно? Так а нам они зачем? Пенсию принесут и ладно, а бумаги нам ни к чему. По сельсоветовскому делу, что ли, пришла? А то зачем? Сам председатель к вам прислал. Облигации, что ли, опять? Так мы старые, скидку выдам на такую по старости. А, и так их он куль целый. Да уж какие теперь облигации-то? Ну, а тогда чего ж? А вот-то вам кто ж таскает? Колодец-то вон где. Внучка, внучка.
ничего, у нас пенсия 28 рублей каждый месяц. До копеечки. А что нам сын? Да. У сына дом свой, у нас изба пока что своя. Мы тут пока что сами хозяева. Ай, прям к вам послал. Кто? Ну, кто? Председатель сельсовету. И че это вы рассказывать-то станете? Какие такие яройства? Чего? Из города там один приехал. Из газеты. Писать что-то будет. Кого писать? Так я-то не знаю, мне не докладывают. А весть-то к вам приказано. Да кого весть-то? Чего надо-то? Так вот у него и спросите, что ему надо-то. Я ж в сельсовете была, а брат председатель-то и упросил. Отведи, говорит, корреспондента к старикам. Пусть он там с ними разберется. Ладно, все, готовьтесь. На стол тут накройте, то все. А то ж ведь из города. Из самой газеты. Да чего писать-то будут? Чего надо-то? Так вот, сами вспоминайте, что-то вы такого натворили? Что ж писать про вас приказано? А уж это, знаете ли, отпишет, не беспокойтесь. Молодым. По что не ведешь? Да сказано ж к вам верю, да к старикам. А со стариков-то какой спрос? А если уж стариков требуют, так он это, Федул еще не помер, он, однако, Василия постарше будет. Да Федул-то твой уж давно из ума вышел. Ладно, готовьтесь же тут. Я же сказать вам забежала. Так он там фотографирует, да мерит что-то, чтоб знали, что к чему. Здравствуйте! Не помешаем? Ой, здравствуйте, Чё тут-то стоять? Ну приглашай, бабка, гостя-то. Так и бабка что? Вон стулья. Смотри, какие. Ой, их делов-то сидят днями, да друг на дружку глядят. Настоящих-то стариков в деревне мало осталось. Перемерли, а эти вон, глянь, сидят, да его снедуют. Вот председатель вас сюда и направил. Разобраться. Ну чё, бабка, за стол, что ли? Ну так раз пришли, так вот же ж собирали. Я вам помогу. Вы сейчас не постуете. Да, Постороннего-то. пост-то когда уж кончился. Оп! Ну к столу, что ли? Сейчас нас бабка угостит по-стариковски. О, как любит, они вам же песни старинные пропоет. Че, дед, че сидишь? За стол, что ли, а? Да ты че, оглох, что ли? Ой, оглох, батюшка, оглох. Как малынья-то полыхнула, он и оглох-то в одночасье. Да вы что мелите-то, а? Он же только что разговаривал. Так говорит-то он еще скажет, когда чего-нибудь. А слышать-то уж совсем ничего не слышно. Мы люди старинные, чего с нас взять-то? Я вот товарищу председателю-то перескажу. Так он разберется, старинные вали нонешние. Ишь ты, к ним из самого города направили, они вон что вытворяют. Он вам покус на народ-то перемерие. Да писью-то вашу пересмотрит, ты смотри, на них старые, а вон что. А что их переменять? Все давно перемерено. О, сразу скакал глухой, да как про народ-то заговорил. А это уж у него так, батюшка, то глухое, то так услышит, когда чего-нибудь. А теперь грех Лизавета на старых-то людей. Ну чего такого мы натворили, что подписывать? А вот товарищ корреспондент перескажете, что вы творили, а что не творили. А вы спросите, товарищ корреспондент. Вы знаете, так хорошенько спросите. Я хотел с вами поговорить, в общем... Так вы про все спросите. И пусть как на духу А выкладывать. что спрашивать? Все давно перемерили, как были из сельсовету. Все перемерили. А ты дай человек вслух-то сказать, а? А то я ж глухой, а разбушевался-то хуже путнего. Да и присядьте, ну присядьте к столу-то. А то видишь, гостей усадили, а сами... Как мы-то сядем, то только чего с нас пытать-то? Ты вот что! Лизавета, ты мне не крути!
корреспондент из города. Как к людям направили, а не трогать. Простите, пожалуйста, но меня направили к вашим родителям собрать материал по истории нашего края. Характеризация партизанских движений, они были очевидцами, а не свидетели. А что говоришь? Огород ты маю! Так они начинают вроде бы про старинное, а подводят все к огороду там пенсии. Веня, ну при чем здесь огород? Ну, как вас зовут? Давайте познакомимся. Федор! А отчество? Меня Володя зовут. А у вас? Ну так Васильевич, родитель, здорово, батя. Федор Васильевич, так мы поговорим? Да? А что бутылка-то не распечатана? А влезут с нами пить твои родители? Какие ж не успелцы! Так ну что ж, мы за знакомство, а я тут шофером тут колхозник. Ну давайте, ну, а то на сухую тут что наговоришь-то, ну, дальше. Вот так, говорите, пожалуйста. Да. А давайте... Знаете что? Давайте-ка ближе к делу. Давай про дело говори. Да, давайте вернемся к нашему разговору. Вот мы выяснили, бабушка, мы вот выяснили, что у вас в колхозе коллективизация проходила без эксцессов. То есть не было таких столкновений, как на Западе. Батя, не было. Я что-то не понял. Где надо, ты сразу поймешь. Где надо-то? Понятное дело. Ну чего? Ну давайте по третьей, что ли, это. А у вас, вероятно, в деревне были кулаки. Да как же не были? Конечно, были. Вон его папаша-то, дед мой уходит. Вот, да, его чуть и не раскулачили, получается. Что получается? Отец партизана и кулак? А, батюшка, колхоз-то сразу все сдал задарма. Глянь, откуда все идет, аж от деда прадеда. Вот ты, Лизавета, на нас наговариваешь. А ведь твоего деда-брата-то Ермила раскулачили и угнали. Да. А что, он настоящий кулак был? Да какой там кулак? Попроси. Да. За перед самыми-то колхозами возьми да купи веялку. Ну, на последнее, можно сказать, деньги. Да. Ну, а раз купил, то известное дело отвечает. Он ничего, он даже не знал, как зовут, ничего не делал. Ой-ой-ой, какой ужас! Какой нам расправный ужас! Виктор Николаевич, главный директор художественной госпожа. Очень великая это новые воспитания. Я бы так их назвал. Причем новые воспитания из Нерина. Надеемся, что у нас будет другое. Нет, у вас. Да будет когда-то.
Убедительная просьба: отключите ваши сотовые телефоны. Приятного просмотра. Сама, слышишь? Сама виновата. Очень кипятка я мою. Попробуешь еще разок по инструкции. Вдруг ошпаришь. Рука дрогнет и ошпаришь. Что тогда прикажешь делать? Все, это твоя ипохондрия, больше ничего. Грохнусь на пол. При чем тут ипохондрия? Еще как при чем? Ты здоровая. Ты здоровая, как лошадь. Спина болит. И рука. И что? Что теперь? Ты что теперь? Тарелку супа себе не можешь сварить и в комнате убраться как следует? Мне некогда. У меня дела. Вот мне что лучше скажи. Ты по дороге в магазин никого знакомых не встречаешь? Да я не сегодня имела в виду. Да ты не очень-то любишь с народом здороваться. Такое с кем и вовсе не надо здороваться. Американцы. Ну, кому как? А как там дальше двигаться? Что? Ну, Что дальше? про этого парня и его красотку. Чаю хочешь? С удовольствием. А что у вас с рукой? Рука. Красная вся? Ожог? Ожог. В вашем возрасте с огнем нужно быть поаккуратнее. Аккуратно. Да. Да. Аккуратнее? А разве мы действовали неаккуратно? Аккуратно действовали. К чему нам сейчас ребенок? У нас тут и так сплошной детский сад. В знак благодарности за чудесную ночь. Ради не стоило ждать 20 лет. Еще как стоило. Мы про руку тут про мою говорили. Пока ты не подпнула, в чем мать поняла. Да пошла ты со своей рукой! Отделай. Ну, делай меня еще раз как следует. Я как раз во вкус вошла. Ирландская. Ну и рожа просто свинячья задница. Вы знали, что есть канимары из Ирландии. Мотала бы отсюда в свой свинарник. Несло их так, что не разобрать.
только улыбалась во весь рот. Улыбка у нее, знаешь, такая широкая была. Вот бы все получилось. Ну, Раймонд, удачи. По скрипту. Морин лично в руки. До встречи. Понятно, и больше ничего. Мы просто играли в теннис. Это был последний раз, когда мы в него играли. А что толку от сетки, когда мяча нет? Вот именно. Что было написано в письме? Что было написано в письме? Что говори? Говори! Что было написано в письме? Чтобы ты поехала с ним в Америку. Достанешь деньги, приедешь ко мне в Бостон. Любовь моя. Приеду, обязательно приеду. Мне все равно, поженимся ему или нет. Пусть сплетничает язык-то без костей. Главное, что потом и я будем вместе. Спать, прижавшись друг к другу. Это же предел. Это же предел моих мечтаний. Как бы с твоей престарелой мамашей. Вот они для престарелых не слишком грубо с ними обращаются. Нет, не грубо. Просто удовольствие это дорогое. А как насчет сестер? Они эту сучку не выносят ни секунды. Зачем
Продолжительность спектакля 1 час 45 минут с одним антражем. Убедительная просьба отключите ваши сотовые телефоны. Приятного просмотра. За мной все шел этот противный человечек, уговаривая меня впустить его через кухонную дверь после того, как стемнеет. Так может быть, его мучил голод? Мы могли бы поделиться с ним корочкой хлеба. По мне он выглядел откормленным. Я знаю, чего он хотел. Проникнуть в дом с распутными намерениями. С распутными намерениями? Правда? Как ужасно! Давай рассказывай и ничего не упускай. Ты невинная юная дева, и нет нужды обуть всю грязь и мерзость реальной жизни. Сейчас я бы с радостью что-нибудь обнажила. Иной раз, ночью, когда в одиночестве, лежа в кровати, я молюсь. Молюсь, чтобы какой-нибудь красивый и таинственный мужчина в маске забрался на балкон, спрятался за портьерой, а потом выпрыгнул оттуда и страстно овладел мною. Ваша молитва услышит. Вы кто? Убирайся! Убирайся! Это дьявол! Терлина, успокойся. Это не дьявол, а человек в маске. Откуда вы взялись, сеньор? Я вскарабкался по эшелонке на балкон. Она ведь для этого и предназначена, так? Сеньор, вам придется немедленно уйти. А иначе мне придется закричать, зовя на помощь. Но не понадобится нам ничья помощь, я все делаю сам. И потом, вы сами озвучили свое заветное желание. Вы сказали, что хотели, чтобы мужчина в маске выпрыгнул из-за портьеры. Так что же, я мужчина, я в маске, я выпрыгнул из-за портьеры. Я обращаю в реальность грезы всех девушек. А теперь давайте поцелуемся. Держитесь дальше. Предупреждаю вас! Эта юная дама девственница. Нет повода для беспокойства. Не будет никакого шоу голых кукол. Серлина! Открой дверь! Извините, сеньор, не могу. Я тоже голая. Вы обе голые? Меня действительно... А почему не поцеловать меня? А я не хочу тебя целовать. Ну, хорошо, можете поцеловать меня, раз вам так хочется. Ладно. Да не ты, а он. А я вообще не уверен, что ты знаешь.
Ты? Что ты делаешь с моей дочерью? Не волнуйтесь, сеньор, я только начал. Отпусти ее! Убью! Остановитесь, папа! Остановитесь, папа! Папа, с дороги! Я пытаюсь! Да не ты, идиот! Сеньор, я вообще к этому не имею никакого отношения. Я просто принес цирк. Успокойтесь, папа! Сеньор, не забывайте, у вас геморрой! Геморрой, сеньор мой! О, сеньор! А тут отлично бывает масло из козьего молока. Хотите? Если вы Казанова, то как вы оказались в тюрьме? Вероятно, по той же причине, что и вы. Меня застукали в спальне дамы в весьма компрометирующей ситуации. Муж неожиданно вернулся и меня арестовали. Вас застукали в компрометирующей ситуации. Я только выгляжу стариком. Вот здесь достаточно места, я бы прошелся колесом. Я видел портрет Казанова. Так вот, у вас с ним ни малейшего сходства. Ну разве что вы лет на 100 старше его. Сеньор, я узнаю профессиональную зависть. Но на этот раз я пропущу ваши слова мимо ушей. Для своего возраста я выгляжу совсем неплохо. К тому же я вставил новые деревянные зубы. Это произведение искусства. Не желаете взглянуть? Нет, как-нибудь в другой раз. Если мужчина становится старше годами, сие не означает, что он теряет вкус к наслаждениям плоти. По сравнению с этим, все остальное ничто. Я ж не городский. Сегодня у нас... Ну и правильно делает, но я что, Петру. Она вчера была, я с ней Спасибо. Колыча большая, Бондарука. Ну, я всех все.
бывают какие-то незабудочки. Ну отчего они не напишут более благонравных песен для народного употребления? Это социальный вопрос. Пусть они мне опишут мужика. Мужика облагороженного, можно сказать, селянина. Пусть даже в лаптях, я на это согласен. Но преисполненного добродетели. 100 рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова. Я знаю Русь. И Русь меня знает. Оттого и говорю. Пусть они мне изобразят мужика, обремененного семейства, и сединой, в душной избе, пожалуй, что и голодного, но не ропщущего, а довольного, благословляющего свою бедность и не жаждущего золота богача. Пусть сам богач в умилении души своей принесет, наконец, ему свое золото. Пусть произойдет соединение добродетели бедняка с добродетелью его барина. А мы что видим? С одной стороны незабудочки, а с другой напился пьяный и поскакал в растерзанном виде. Ну что здесь поэтического? А ты, слава Богу, знаешь, хоть я говорю с тобой, досыта. Ты знаешь, я теперь так там все уладил, что даже сам спокоен. Что ж вы там такое-то уладили, а? Ну, во-первых, ты знаешь, меня простили, совершенно простили, да. И, во-вторых, тебя простили, да. С небольшим условием, правда, ничего при маменьке не говорит, ни слова, ни полслова, я имею в виду, да, перед старшими, которые будут говорить, да, я это имел в виду, Сережа, это имел в виду. Дядюшка, скажите, я в сумасшедшем доме или нет? Кто там? Чего тебе? Проходу нет. От кого? От всех. Осмелюсь доложить, Егор Ильич, что вчера вы изволили упомянуть насчет моей просьбы. Ты что? Ты опять насчет своей фамилии? Что делать, Егор Ильич? Ежечасные обиды. Вот видишь, Сережа, не нравится человеку его фамилия. Неосновательная Переменить хочешь? Да почему же неосновательная? Выставляет собой всякую гнусность. Да почему же гнусность? Да это все из-за стихов, Сережа. Из-за каких стихов? Ну, он же стихи пишет, Сергей. Стихи? Ну да. Стихи, вот представь себе, если их напечатать, Сережа. Так он стихи хочет напечатать, дядюшка. Конечно, это уж давно решено на мой счет. Посвящены не Фоме, сам Фома предисловие пишет. Вот представь себе, Сережа, если на заглавном титульном листе будет написано «Сочинение Видопляс». Вопли. Видопляс. Представляешь, Сережа, еще и вопли Водопляс. А? Да что за фамилия? Куда у мамаши? Поцелуйтесь! Ура! Ну теперь-то уж выпьем шампанского-то! Сашенька! Настенька! Ты любила его?
Дорогие друзья, вот так замечательно завершаются гастроли Воркутинского драматического театра на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина. Замечательные вечера, замечательные спектакли, которые были представлены вам, я думаю, что останутся в вашей памяти. Большое спасибо вам, что вы поддерживали, вы приходили, вы аплодировали, и сегодняшнее расставание, оно трогательное. Я думаю, что оно запомнится всем нам. Ну что, Виктор Николаевич, вам слово. Спасибо. Спасибо огромное. Уважаемые зрители, уважаемые коллеги, вот и пролетели 6 дней, как одна секунда. Мы не думали, что так быстро закончатся гастроли. У нас был очень напряженный, бешеный график работы. Помимо вечерних спектаклей мы еще работали и для детишек Сыктывкара. Но мы этот бешеный ритм выдержали благодаря, конечно, мастерству тех людей, которые стоят за моей спиной. Благодаря мастерству тех людей, которых вы не видите, они незримо присутствуют с нами. И, конечно же, благодаря вашей поддержке, вашим горячим аплодисментам. Мы благодарны вам за то, что вы нас любите. Мы благодарны вам за то, что вы нас помните, благодарны за то, что вы нас ждете. Я надеюсь, мы оправдали ваши надежды, и после тех спектаклей, которые вы посмотрели, мы вместе с вами посмотрели, если после этих спектаклей мы стали чуть-чуточку лучше, а ведь в этом заключается великая миссия театра. Я думаю, что это прекрасно. Мы завтра уезжаем на побережье Ледовитого океана. Суровые, жесткие, экстремальные условия, но мы увозим с собой тепло ваших сердец. И всегда будем с нетерпением ждать новой и новой встречи. А новые встречи зависят от человека, вот, который стоит рядом с собой. Дорогой, уважаемый Михаил Николаевич, это правда, это зависит от вас. Я выражаю от имени всего коллектива театра вам огромную благодарность за то, что, несмотря на ваши трудности, я надеюсь, что наша встреча скоро состоится. Действительно, вам огромное спасибо и низкий поклон вам, всем вашим коллегам, этому прекрасному Академическому театру имени Виктора Савина. Спасибо! И небольшой подарок, Михаил Николаевич.
Дорогие друзья, и, конечно же, у нас есть традиция. Мы открывали фестиваль, и мы, конечно же, должны его закрыть. Я приглашаю на сцену первого заместителя министра культуры, туризма и архивного дела Баранова Константина Михайловича. Спасибо. Хотел бы поблагодарить весь коллектив драматического театра за то тепло, которое они показали в течение 6 дней для нашего столичного привередливого зрителя. И хотел бы сказать, что вот этот зритель, и очень приятно осознавать, что в этом зале есть зрители, которые не пропустили ни одного спектакля. Вот Николай Николаевич Герасимов, который абсолютно на все... я вот поддержать таких вот зрителей благодарных, и хочу, чтобы таких зрителей было побольше. Ну и вот мне выпала честь открывать гастроли, и выпала честь закрывать, и хотел бы сказать, что все гастроли, Виктор Николаевич, прошли под девизом, и я сейчас даже процитирую Егора Ильича, который, вот его слова, я вот запомнил: «Вы среди своих». Вот, и это очень важно. Я думаю, что зрители с нетерпением будут ждать новых гастролей, но и на этом гастроли Воркутинского драматического театра считать закрытыми. Спасибо. И аплодисменты для артистов.